верного до конца своей жизни коммуниста, защитника интересов трудового народа. Оценить его труд, его вклад в нашу жизнь после 90-х. Даже несколькими словами не расскажешь. Он всегда стоял на защите интересов российского народа, чувашского народа. Всего вложил в себя в свое верное дело. И практически, как говорится, отдал до последнего своему идеалам коммунизма, марксизма, ленинизма. И поэтому нам сегодня не верится, что мы провожаем его последний день. И наша обязанность и молодым, и старшим поколениям, чтобы мы всегда помнили его, чтили его память. И для нас он всегда был примером во всех наших деяниях. Прощайте, Валентин Сергеевич, мы будем вас помнить всегда. Уважаемые товарищи, родные, друзья, соратники, коммунисты, сторонники, сочувствующие Валентина Сергеевича Турчанова. Мы приехали с Республики Татарстан, делегации. Я первый секретарь Татарстанской Республики КПРФ, депутат Госсовета Миргалимов Хафиз Гаязович. Я Валентина Сергеевича знал понаслышке даже советский период. Основная наша работа пошла тогда, когда я уже был избран в 2004 году первым секретарем Татарстанской Республики КПРФ. Он наш сосед, он наш товарищ, он политик, государственный деятель Советского Союза, Социалистической Республики Чувашской, оратор, юрист, экономист, финансист, журналист, патриот, борец, мужественный товарищ. Вот мы приехали оказать ему последнюю дань. Тогда, когда его назначили куратором республиканской партийной организации, он как мой старший брат. У него огромный опыт партийной, политической, идеологической работы, советской работы. Всегда приехал к нам открытой душой, высокоинтеллектуальный, работоспособный. Он всегда доводил до конца начатое дело. Спокойный, респектабельный, принципиальный, объективный. Учил нас новых условиях партийной политической работы. Его выступления на конференциях, на пленумах, на совещаниях, между прочим, он всегда приезжал к нам тогда, когда мы проводили депутатский вертикаль. Его выступления, цифры, аргументы, факты, они были очень упрямые. Поэтому я вижу в его лице фундаментального соратника команды Зюганова Евгения Андреевича. Таких людей, как он,
у нас по пальцам посчитать. Поэтому вот тогда, когда мы услышали о том, что безвременно коварная болезнь и смерть оторвала с наших рядов такого товарища, я думал, чем мы восполним? Ну, придется восполнить. Я думаю, чувашский товарищ, республиканский комитет и мы, то, что он успел дать нам науку работать с людьми, партийно-политической работой, иной работой, мы должны его продолжить. Это первое. Второе. Я обращаюсь, наверное, будет президент, а у вас не президент, глава республики, обратиться к товарищу Николаеву. Нам надо подумать совместно, надо увековечить имя Валентина Сергеевича Шурчанова. В каком виде, где и как надо его подумать. Сочетать мудрость государственного деятеля, советский период, постсоветский период. Таких людей, работы в таких должностях, они почти уже нету. Поэтому уходят наши ветераны партии, уходят наши политические бойцы, но от них остается огромная память, их дела, которые он сделал и для республики Чувашской, для Татарстанской республики. Он же был депутатом 3 республик: Мордовы, Марьелы, Чувашии. Недаром он был столько созывов депутатов Госсовета. Я знаю о том, что было запланировано, о том, что он еще один созыв должен работать, и тот опыт, который у него накопился, отдать именно сложный трудный период нашей партии, нашему народу и фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации. И последнее, Валентин Сергеевич. Неофициальные встречи у нас всегда не были. Он говорил следующие слова: Хафиз Гаевич, хватит ли у нас жизни, годы, чтобы видеть, в конце концов, должен быть свет в конце тоннеля. Он говорил о обновленном социализме. Этот человек был до мозга костей коммунистический. Я ехал сюда, вспомнил фильм «Коммунист», который играл Урбанский. Товарищи, настолько человек предан идее марксизма, идее социализма, идее справедливости, идее добра и правды. Я говорю, Валентин Сергеевич, может быть, нам не хватит, но наши дети, наши соратники молодые должны видеть этот день. И на нашей улице, говорю, Валентин Сергеевич, будет праздник, как в том фильме «Вечно зарящая улица». А наша улица – это обновленный социализм. И последнее. Тогда, когда он был редактором газеты «Правды», я посетил его, где он работал. Тогда зашел и посмотрел, настолько окутан заботами, книгами, газетами. Ведь газеты «Правда» и нести правду столько она тяжелая. Не правда тяжелая, а нож выпускать газеты. И вот талант журналиста, она раскрывалась, и действительно он показал и доказал. Он разносторонне подготовлен человек. Поэтому тогда, когда мы слышали об этом событии, мы подумали, восполнить его невозможно, но его республиканской партийной организации, я считаю, целом партии, мы должны жить так, как он жил, работал, отдавал себя беззаветно служению нашему многонациональному, многострадальному народу России, в том числе Чувашской республики, конечно, те республики, которые мы соседи. Поэтому я выражаю слова соболезнования всем родным, близким, соратникам, товарищам, выражаю уверенность о том, что Республиканский комитет в это тяжелое время примет соответствующее решение по увековечению памяти нашего друга, товарища, соратника Валентина Сергеевича Шурчанова. Валентин Сергеевич, спи спокойно. Ваше дело, ваша память, ваши добрые дела,
ваши награды, ваши книги, ваша судьба, которую вы прожили, они остались среди наших товарищей, соратников и друзей. И будем не забывать о вас, пускай земля ваша будет пухом. Я выражаю еще раз соболезнования от имени Татарстанской Республики КПРФ, от имени фракции КПРФ в Совете, от имени депутатов поселенского уровня, от наших союзников, сочувствующих, сторонников, от лица многонационального, конфессионального Республики Татарстан. Его в республике знали, его слушали, его видели. Поэтому добрая память сохранится в наших сердцах. Спасибо. Чизепли Юндаксек, Чизепли Валерий Сергеевич, Чизепли Удичевых друзья, все жители Канарского района, города Канаш, выражают искреннее соболезнование по поводу большой-большой утраты ухода из жизни Валерия Сергеевича. Когда мы услышали из Москвы эту скорбную весть, стало очень плохо. Это действительно так. Но мы сегодня пришли сюда не плакаться, а его запомнить таким мудрым, трудолюбивым борцом за справедливость, за права трудового народа, за совесть. Он никогда во имя своей благосостояния не предавал интересы Российской Федерации, Советского Союза, Чувашской Республики. Он всегда был верным сыном нашей партии. Мы сегодня выражаем вам, Валерий Сергеевич, огромную благодарность за вашу стойкость. Вы воссоздали вместе с соратниками, партийцами нашей республики, Коммунистическую партию Российской Федерации. Вы никогда не бросили бороться даже с 90 августа 1991 года и воссоздали уже в 1993 году. Нам приходилось, вот, пожилым, скажем так, коммунистам, людям с вами поработать, иметь такое, скажем, счастье, радость, что мы вместе соприкасались и в результате времени, ощущения, и в результате Совет организации представителей Бога. Вы очень любили свою малую родину, мы знаем об этом. Вы всегда с большой удовольствием приезжали в Канаш на митинги, на встречи избирателей. Люди приходили, тепло вас встречали. Спасибо вам за все. Покойтесь с миром. Я думаю, мы продолжим вашу работу, сколько сможем. И вашу работу такую огромную работу подспать молодежь. Низкий вам поклон. Большое вам спасибо семье. Валентин Сергеевич родился у нас, и мы, земляки, просто обязаны поклониться вам низко-низко. Валентин Сергеевич был одним из самых красивейшим человеком во всех отношениях. Он в 90-е годы выбрал трудный путь бойца. И все эти годы он шел по этому пути твердо, уверенно и вел за собой нас. Даже если кто-то про него что-то плохое говорил, это люди, завистники, они сильно ему завидовали. Но я считаю, очень хочется равняться на такого человека. Хочется брать с него пример. Валентин Сергеевич, вы всегда останетесь в нашем сердце, в наших сердцах. Я председатель Межрегиональной общественной организации Чувашской Республики, член Центрального совета Союза Советских офицеров России, полковник Усов. Мы сегодня прощаемся и провожаем последний путь душой и сердцем преданного коммуниста, который все годы отдавал служению народа и коммунистической партии. Когда был он первым секретарем обкома, Советского Союза развалили.
предали Советский Союз. Валентин Сергеевич душой боролся. Он создавали, когда разогнали Ельцин, запретил коммунистическую партию. Мы собирались за ним даже, собирались бывшие коммунисты. Валентин Сергеевич собирал и коммунисты, мы организовывали в Чувашии, он добивался, чтобы Чувашию установить коммунистическую партию. За что он боролся? За что он умер сейчас, и за что просто скончался. Вас нет, дорогой мой Валентин Сергеевич, пускай будет земля Бог вам. Мы не забудем, пока живы. За ваши, которые вы отдавали жизнь, и будем мы бороться. До конца, пока живы. Спасибо. Мы сегодня провожаем последний путь одного из самых достойнейших сыновей чувашского народа. Я подчеркиваю, чувашского народа, потому что Валентин Сергеевич был настоящим патриотом земли чувашской. Мы вот когда вместе издавали книги, когда же календари, вот квартальный каждый год, по несколько видов, он всегда говорил: Александр Николаевич, надо подчеркивать роль советского народа, чувашского народа. Вот, говорить сложно, из слов подобрать очень сложно. Он лично для меня останется, вот, скажем так, один из самых уважаемых людей нашего народа. Планы были большие, мы часто созванивались, переписывались. Ну, так, будем говорить, наверное, суждено Богу, вот так, последний путь провожаем. Пусть земля будет Бог, а мы никогда, Сергей, вас не забудем. Валентин Сергеевич, он жил и будет жить. Мы его очень уважали. Он так уважительно относился к людям. Очень доброжелательный был. И он такой способный был. Он же физик, математик, электрик, энергетик, прекрасно владел русским языком, грамотный, очень грамотный, профессионально грамотный. Он политически грамотный. Он разбирался в философии. Это очень умный, очень... С ним было интересно беседовать. Он многое дал молодежи, его все уважали. Мы, во всяком случае, никогда не дадим Валентина Сергеевича обижаться. Мы всегда были на его стороне, мы всегда будем на его стороне. И мы дадим отпор тем, кто посмеет что-то сказать про Валентина Сергеевича. Прекрасной души человек, Валентин Сергеевич. И поэтому я считаю, что вы живой, вы жив. Валентин Сергеевич был очень живой человек, был очень живой, вы очень честны были, очень правдивый, очень внимательный к людям. Я вас очень уважаю. Коммунисты, товарищи, родные, близкие Валентина Сергеевича Жучана, коммунисты Маргошского района соболезнуют о преждевременном уходе. Мы сегодня очень печальны с уходом Валентина Сергеевича Жучана. Мы работали с 1993 года создания Коммунистической партии Российской Федерации в республиканском отделении. Он нас вел как своих детей. Мы постоянно выходили на протестные акции. Он нас учил, вел. Его
феноменальной памяти, его умение руководить, его ораторство нас всегда вдохновляло на вот эту борьбу с несправедливостью. Его вечная статистика, сравнения, он наизусть знал до 90-х годов развитие Чувашской республики, экономику, промышленность, сельское хозяйство, социальное развитие. Ежедневно он нам говорил, сравнивая вот эти показатели 90-х и сегодняшних дней. И постоянно он говорил, что мы, когда добьемся вот этого показателя уровня 90-х годов развития Чувашской республики. Он за Чувашскую республику болел душой и сердцем, работая первым заместителем комитета по налогам и бюджетам. Он постоянно болел за бюджет Чувашской республики. На семинарах, на пленумах, на совещаниях он постоянно сравнивал эти показатели и постоянно нас подтягивал, что вот это показатели должны добиться Чувашская республика. Его работоспособность высокая, не только на 100%, на 200%. Он, являясь первым заместителем комитета по бюджетам и налогам, являлся государственным депутатом 3 регионов Чувашской республики, Марийской республики, Мордовской республики. Он успевал все наказы от простого народа исполнять, добивался. Если к нему выходили с запросом, его запросы непременно удовлетворялись. Он всегда болел за простой народ. Нас, первых секретарей, всегда учил вести вот эту политическую работу. Конечно, мы потеряли верного, старшего. Для меня он был отцом. Я всегда училась от него. Светлый его образ останется в наших сердцах. Пусть земля будет помним будем себя вечно. Уважаемые товарищи, смерть Валентина Сергеевича стала тяжелой утратой для партии, для страны, для всего коммунистического движения. Я бы хотел обратиться к Валентину Сергеевичу и сказать, что дело его будет продолжено и не забыто. От лица коммунистов МРЭО выражаю глубочайшее соболезнование родным, близким Валентина Сергеевича. Пусть земля вам будет пухом. Среди Канадского района. Я стоял и думал, говорить новое надо, будем короче. С Валентином Сергеевичем мы, налицо мы знакомы с 1993 года, с момента восстановления Коммунистической партии Советского Союза. И вот, это было в 1993 году. Они к нам приезжали из Сютрукова, прошу прощения, даже не знаю, он у нас такой боевой коммунист, боевой фронтовик был в Канадском районе, председатель колхоза Данил Васильевич. Там такой же был молодой, такой же боевой, хороший человек Николай Васильевич. Они, честно говоря, ездили по всей республике. И они приезжали в свой родной Канадский район, чтобы восстанавливать маленькие организации, партийные организации. И как было, помню, тогда я был в 1993 году совсем молодой. А ведь те, что считались умными, хорошими, они разбежались в кусты. И я взял на себя всю эту ответственность.
подумал, что вдруг получится. Главное было желание. У нас желание есть, силы есть, как говорится. Тем более с помощью Валентина Сергеевича Шульчанова. Он сколько говорил, чему только не учил, значит, там, быть справедливым и не бояться. Просто народ его любил. В нашу сторону, в наши края, в Канадский район, есть такая, ну, скажем, такая самая, ну, маленькая земля, средняя Татнышая, канадская сторона. Там клуб, допустим, одно слово, клуб стоял 27 лет. Как пытались коммунистов раздавить, 27 лет стоял. Только с помощью Валентина Сергеевича Шульчанова этот клуб заработал, и по сей день там, как говорится, тепло, светло, все довольны, все смеются. Но тем не менее, там есть такие были люди, о нем плохо говорили, завистники. Ну, жалко, то есть, бабушка именно очень жалко, это очень мало их. И вот, я думаю, истинно, или наоборот, поистине про него написано стихотворение. «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советской такие люди есть». Покойся с миром, Валентин Сергеевич. Мы ваше дело продолжим, это я обещаю. Я представляю Шубринское отделение КПРФ, я член КПРФ. Когда он работал в городе Шумеле, первым секретарем, много сделал, конечно, для города и района. Пришли к власти демократы, тунеядцы, алкоголь, все раздербанили. Пусть земля ей будет пухом. Уважаемые родные и близкие Валентина Сергеевича, уважаемые товарищи, от имени коммунистов Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл, приношу самые искренние соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося общественного государственного деятеля Российской Федерации Валентина Сергеевича Шульчанова. На протяжении многих лет, по сути дела, десятилетий, коммунисты Марий Эл и Чувашской Республики бок о бок боролись за социальную справедливость. И эта борьба, Валентин Сергеевич, будет продолжена. Валентин Сергеевич много сделал для Республики Марий Эл, защищал бюджет, помогал всем гражданам, которые обращались к нему. Он был поистине народным депутатом. Валентин Сергеевич помогал науке, и я, будучи профессором Чувашского аграрного университета, не понаслышке знаю его патриотизм, заботу о Чувашской Республике. Лучшим памятником Валентину Сергеевичу, на мой взгляд, будет приход в ряды Компартии новых молодых коммунистов из числа сторонников социалистической идеи. Лучшим памятником будет и приход в корпус депутатов народных защитников. Светлая вам память, Валентин Сергеевич. Пусть земля вам будет пухом.
Валентина Сергеевича был очень неожиданным. И даже сейчас, стоя у гроба, в полной мере не верится в это. От имени коммунистов Новочебоксарска выражаем соболезнования родным и близким. И хочу сказать, что мы будем работать и бороться так, что Валентин Сергеевич при жизни нами бы гордился. Земля вам Богом. Уважаемый Валентин Сергеевич, дорогая Нина Михайловна, супруга, сын Алексей Валентинович, дорогие близкие родственники, товарищи и соратники по партии, коммунистической партии, сегодня не то что республика, но и вся наша страна погрузилась в глубокий траур. Пронзительная весть о смерти Валентина Сергеевича, она молнией пронзила всех, которые хотя бы раз соприкасался с ним. Человек, который не знал черного и белого. Человек, для которого не были второстепенные вопросы. Он не делил на первостепенные и второстепенные. Для него интересы государства, интересы страны и простого человека, они были первостепенными. Человек, который не признавал полутонов, для него в первую очередь и превыше всего было интересы страны и государства. Надо прямо сказать, Валентин Сергеевич в сегодняшних условиях это герой Островского, как закалял сталь в нынешних условиях. Валентин Сергеевич давно, он перерос масштабы только отдельного региона нашей республики. Он стал и действовал в масштабах всей нашей Российской Федерации. Он был узнаваемым человеком, его ждали и нуждались в его советах и предложениях. Слепая, безликая смерть вырвала из наших рядов одного из самых патриотов, который был предан до мозгов костей делу страны, делу партии. Слишком велика утрата. Безразмерно то, что было сделано им. Работая на всех этажах властей, он совершал и делал просто немыслимое. Работая председателем Государственного совета, которые принимались при нем законы, они были масштабов не только что отдельного региона, но масштабов всей Российской Федерации. И надо сказать, в течение долгих лет Чувашская республика, она была представлена именем Шучана Валентина Сергеевича. Можно сегодня выстроить в ряд. Это два Прокопьевых. Это Исюков Семен Матвеевич. И в этом же ряду стоит Валентин Сергеевич. Он полностью без остатка отдал себе делу партии. Я уверен, если бы в составе ГКЧП был бы Валентин Сергеевич, его принципиальность, его полная отдача интересам страны, Советский Союз можно было и могли бы сохранить. Но не хватало в критические моменты такого человека. Эти слова, они вырываются просто, не просто результат каких-то раздумий. С 1994 года, работая с ним плечо к плечу, я знаю, что он был государственником большого масштаба. Мы сегодня говорим первые слова о нем, но народ будет говорить все больше и больше о нем, и за каждый раз выражаясь. Он оставил с собой примером, явил примером, как, может быть, даже в сегодняшних непростых условиях быть патриотом, не считаясь ни с чем. Он пример для нас, для молодых людей.
Простите, Валентин Сергеевич, мы с вами, как и вы же, вы не можете сожалеть ни за один прожитый вами день. Таковых очень большая редкость. Но Россия дает таких людей на благо и во имя нашей страны. И мы будем вас помнить. Пусть земля будет пухом вам. Валентин Сергеевич был человеком большого сердца, человек эпохи. Он и сам создавал эту эпоху, умел находить с людьми контакт там, где это невозможно, порой быть может. Не все, может быть, получилось, не все получилось, как хотелось бы, тем не менее. Светлая память Валентину Сергеевичу будем сохранять в наших сердцах. И пусть наши скромные слова терпения будут тем самым той самой благодарностью, что мы можем выразить сегодня. Светлая память Валентину Сергеевичу. Пусть душа будет в небесах. В университет марксизма-ленинизма. Вот он меня многому научил. Если спасибо ему за это. Это не только меня, но и всего моего поколения. А мне 58 лет. И вечная память. Таким образом. От имени Урманского районного комитета КПРФ выражаем глубокое соболезнование родным и близким, всем соратникам по партии. Валентина Сергеевича Шушанова я знал, впервые увидел в 1996 году после вступления партии в 1995 году. Но уже через 2 года я был делегатом съезда 4-го съезда КПРФ, и где в составе был Валентин Сергеевич Шушанов. Знаю его прекрасно замечательного человека, и ибо судьба нас свела к тому, что именно мы родились в один день, 19 января, день Крещения Христа. И я у него очень много принимал, его деловитость, все другие черты. Он был очень требовательным, принципиальным, справедливым, был очень чутким человеком. Когда обращались мы коллективным письмом, через Шкилеп Бурманского района, он всегда писал эти письма, обращения. Когда одна обратилась пенсионерка, ветеран войны, с личной просьбой, надо было найти прекрасный генол, дневник фактически для своей племянницы, и он опять-таки помог, и она, женщина, была очень благодарна. В этом плане он был очень силен, очень добр во всех отношениях. Он был у меня дома, в деревне Шишелепта, где установил я в 90-летие октября памятник Ленину. Он его всегда поощрял, стал пример другим. Его добрые дела всегда у нас останутся в наших сердцах. Его дело будет, я считаю, продолжено. И Чувашская Республика Корея продолжит его традиции. И в дальнейшем наша организация будет на полном уровне. Пусть земля ему будет духом,
а в дальнейшем через 40 дней Царствие Небесное. Был избалован политикой. И в 2015 году первый раз поучаствовал в выборах в Чебоксарское городское собрание. После этого познакомились с Валентином Сергеевичем. И с того момента до конца 2019 года мы очень тесно проработали с ним. Он очень многому научил меня. Честно говоря, огромная благодарность ему за это. Но когда узнал, что случилась такая беда, честно говоря, настолько было тоскливо. Мы с ним проработали, честно говоря, не так много, 3 полных лет, наверное, 4 года. Но за 4 года я получил больше, чем в любом институте, потому что все вопросы согласовывали с ним, и всегда мы делали это вместе с ним. Конечно же, это достаточно серьезная потеря, и вообще для всей политики, регионального уровня, федерального уровня, я считаю, что все-таки он был достаточно серьезным человеком, всегда ответственно подходил ко всем своим начинаниям и учил всех своих помощников, всех своих подчиненных также относиться ко всем делам. Как-то вот все равно тоскливо, поэтому светлая память, по крайней мере, в моей памяти, в моем сердце, Валентин Сергеевич останется как человек ответственный, доброжелательный, всегда с добротой относился к людям. А, конечно же, родным и близким здоровье все равно крепиться и продолжать жить, какая бы серьезная ни была боль. Спасибо. Никто не помогли нам, и все отказали в помощи. Когда мы добрались до Госдумы, до Генеральной прокуратуры, все партии нам отказали, отписались от нас. Единственный Валентин Сергеевич приехал к нам, осмотрел дом, дал указания. После его участия дело продвинулось. Дом признали наш аварийным. Я хочу сейчас, в данный момент, от имени всех жильцов дома 2Б по улице Стилистической дать ему вот последнее спасибо сказать и нашему земной поклон. Поклон вам от всех жильцов нашего дома. Вам спасибо, прощайте. Мы вам признательны. Вы вас помните.